руку от девушки. Убрал? Или мне помочь? Голос мой прозвучал в гулкой, пропитанной запахами чебуреков и дешевого пива тишине кафе, неожиданно ровно, без крика, но от этого кажется только весомее. Он повис в воздухе, как дым от моей сигареты, выкуренной на крыльце пару минут назад. В тот же миг я поймал ее испуганный взгляд. Лицо девушки залилось густым болезненным румянцем. Отвратительная смесь жгучего стыда и бессильного, сдерживаемого из последних сил гнева. Ее тонкие руки, державшие поднос с пустыми чашками, мелко-мелко дрожали, а огромные, темные, как переспелая вишня, глаза метались по залу, ища спасения, которого здесь, в этом забытом Богом месте на трассе М5, для нее не было. Двое за столиком напротив разразились громким, сальным, утробным смехом, будто я сморозил лучшую шутку в их жизни. Они были из тех, кого я за 40 лет за баранкой насмотрелся вдоволь. Накачанные в городских фитнес-клубах мышцы, дорогие, но грязные шмотки и полное ощущение собственного превосходства над миром, которое кончается ровно там, где начинается настоящий мужской разговор. Не раздумывая ни секунды, я плавно, без резких движений, поднялся из-за своего скрипучего столика в углу. Я не собирался сидеть истуканом и смотреть на это унизительное представление. Тот, что повыше и пошире в плечах, тоже встал. Вырос передо мной, как гора, боковатый, наглый, всем своим видом пытающийся меня задавить, смести, показать, что я — пустое место, старик, которому пора на пенсию, а не лезть в дела молодых и сильных. Его приятель, пониже и похлипче, продолжал хихикать, откинувшись на спинку стула, предвкушая зрелище. Они двинулись на меня, медленно, с наслаждением сокращая расстояние, и именно в этот момент из подсобки, пропахшей кислым борщом, вынырнул хозяин заведения Валентин Павлович. Он окинул цепким взглядом назревающую бучу, вскинул пухлые, как у младенца, руки, словно пытаясь утихомирить разбушевавшуюся стихию, которую сам же и допустил в своем кафе. Он вклинился между нами, растолкал, запричитал что-то про «Ребята, не надо, давайте миром». Но то, что он сделал потом, было подлее и гаже любого удара в спину. Он развернулся к дрожащей девушке, и его заискивающее выражение лица сменилось брезгливой гримасой. «Гуля! Уволена!» — рявкнул он так, что она вздрогнула. «Собирай манатки, и чтоб духу твоего здесь не было. От тебя одни проблемы». Он уволил девчонку. Прямо здесь, на глазах у всех, будто это она была виновата во всем. Будто это ее вина, что она родилась красивой и беззащитной. И в ту секунду я понял, эта история не закончилась. Она только начинается. Тот день под Сызранью жара стояла такая, что плавился асфальт на федеральной трассе, и марево дрожало над полями, искажая горизонт. Я, Рустам Ахмедов, 62 лет от роду, с кожей, дубленой тысячами дорожных солнц и ветров, и руками, что помнят каждый из миллионов намотанных километров по этой земле. Я сидел в углу придорожного кафе «Уют». Название было насмешкой. Уюта здесь не было и в помине. Заказал стакан крепкого, как смола, черного чая, такого, что мертвых поднимает, и стал наблюдать за ленивой, сонной суетой. Кафе было из тех, что сотнями, если не тысячами, разбросаны по великим дорогам России. Клеенчатые скатерти в красно-белую клетку, липкие на ощупь, из старого музыкального автомата надрывалась какая-то попса 90-х, а в воздухе висел густой тяжелый запах вчерашнего борща, перемешанный с едким дизельным выхлопом с улицы.
Это была моя постоянная стоянка, когда я шел порожняком на своем стареньком, но верном КамАЗе в сторону дома, в Самару. Кстати, если вы сейчас слушаете эту историю, дайте знать в комментариях, как вас зовут и откуда вы. Мне, старому ворчуну, приятно осознавать, что дневник дальнобойщика разлетается далеко по свету. Именно тогда я и увидел, как они вошли. Двое. Такие, знаете, хозяева жизни, считающие, что пара лишних купюр в кармане и абонемент в спортзал дают им право смотреть на всех свысока. Бейсболки козырьками назад, грязные берцы, футболки в обтяжку. Они плюхнулись за столик в самом центре зала, громко требуя пивка похолоднее и перебрасываясь фразами так, будто кроме них в помещении никого не было. Официантка, подошедшая принять заказ, была совсем юной. Смуглая, тоненькая, как тростинка, девчонка с глубокими как омуты глазами и робкой улыбкой, которая тут же пряталась. Стоило кому-то посмотреть на нее в упор. «Гуля!» — крикнул ей вслед хозяин, Валентин Павлович. На вид ей было не больше 24 лет. Но в ее взгляде я сразу узнал то, что видел сотни раз в глазах людей, тихую, затаенную печаль тех, кто много боролся и мало получал взамен. Печаль человека, которому этот мир с самого рождения не дал ничего авансом. Эти двое начали свои грязные шуточки, едва она подошла. Каждый раз, когда Гульнара проходила мимо, они отпускали скабрезные комментарии и гоготали, как гиены. Я не вслушивался, слова тонули в шуме зала, но не нужно быть мудрецом, чтобы понять смысл их сальных взглядов и пошлых жестов. Все стало хуже, когда тот, что покрупнее, решил, что слов ему уже недостаточно. Когда Гульнара наклонилась, чтобы поставить на стол еще 2 запотевшие кружки пива, этот ублюдок протянул свою лапищу и бесцеремонно схватил ее за бедро, сжав так, словно она была его собственностью, вещью. Гульнара вся напряглась, как струна, но не проронила ни слова. Лишь быстро отстранилась, а щеки ее залил густой, темный румянец стыда и сдерживаемого гнева. Я почувствовал, как горячая волна поднимается из глубины груди. Медленно, с тем показным спокойствием, которое всегда предшествует буре, я поднялся. «С девушкой так нельзя, браток», — сказал я твердо, но сдерживая голос. «Здесь женщин без уважения не трогают». Этот тип вскочил, как ошпаренный. Он был на голову выше меня, и в его маленьких поросячьих глазках читалась привычка пугать и давить. Его дружок остался сидеть, ухмыляясь, будто смотрит бесплатное кино. «А ты еще кто такой, дед?» — прорычал он с отвратительной ухмылкой. «Не лезь, не в свое дело». «Мое дело начинается там, где женщину обижают», — ответил я, твердо упираясь ногами в дощатый пол. «И здесь, в России, так не поступают». Напряжение в воздухе можно было резать ножом. Остальные посетители, пара семей с детьми и 3 таких же, как я, шоферов, обернулись. Кто-то с желанием вмешаться, кто-то из простого любопытства. Гульнара, дрожа всем телом, подбежала ко мне. «Пожалуйста, не надо, Ата», — прошептала она ломающимся голосом. Слово «Ата», отец, вырвалось у нее само собой, и оно резануло меня по сердцу. Не стоит вам из-за меня в неприятности встревать. Но прежде чем я успел ей ответить, появился хозяин кафе и разыграл свой спектакль, который закончился увольнением ни в чем не повинной девчонки. Я не мог поверить своим ушам. Гульнара распахнула глаза, в которых заблестели непрошеные слезы. «Вы меня увольняете?» — прошептала она. «За что?» «Потому что от тебя одни проблемы», — соврал хозяин, глядя куда-то в сторону. «Уходи, пока я не передумал». Я почувствовал, как несправедливость обжигает мне грудь,
словно острый перец. В воздухе висел запах горелого масла, борща и горький привкус трусливого решения. Но в тот момент я тоже принял решение. Эта история так не закончится. И вот тут, друзья, самое главное. Как вы считаете, правильно ли я поступил, что ввязался? Или нужно было промолчать, как все остальные? Напишите в комментариях, что бы вы сделали на моем месте, потому что, по правде говоря, такое случается каждый день. И все молчат. Гульнара вышла из кафе, низко опустив голову и прижимая к груди старенькую потертую сумочку, словно это было единственное, что у нее осталось в этом мире. Она пошла вдоль обочины, не разбирая дороги, маленькая хрупкая фигурка под огромным безжалостным небом. Я расплатился за чай, бросив на стол мятую купюру, и вышел за ней. Догнал уже на улице, у самой обочины, где солнце палило так нещадно, что раскаленный воздух дрожал над асфальтом. «Эй, дочка!» — сказал я, стараясь, чтобы мой прокуренный голос дальнобойщика звучал как можно мягче. «Постой. Ты где живешь?» Она посмотрела на меня с недоверием, как испуганный котенок. В ее огромных глазах стояли слезы, но она упрямо не давала им пролиться. «В Ключах это поселок за постом ГАИ в сторону Самары», — ответила она, не поднимая глаз. «Вот ведь какое совпадение!» Я постарался улыбнуться как можно добрее. «А я как раз в те края иду. КамАЗ у меня пустой. Я здесь, на базе, разгрузился. Если хочешь, подвезу до самого дома». Гульнара на мгновение засомневалась. Жизнь, видимо, уже успела научить ее не доверять предложениям, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но было что-то в моих глазах. Что-то, что, как она мне позже рассказала, напомнило ей покойного отца. И это заставило ее поверить. «Хорошо, Ата. Спасибо вам большое». Она легко, почти невесомо, забралась в высокую кабину моего старенького КамАЗа, который пах старой кожей, пролитым кофе и той неповторимой смесью дизеля и приключений, какая бывает только в машинах дальнего следования. Я завел мотор, и этот могучий, хриплый рев, который чувствуешь до самых костей, наполнил кабину. Мы тронулись, оставляя позади липкую жару и смрад придорожного кафе. Первые несколько километров мы ехали в полном молчании. Оно не было неловким, скорее задумчивым. Каждый из нас переваривал то, что только что произошло. За окном проплывал унылый пейзаж средней полосы. Поля подсолнухов, опустивших свои головы, редкие лесополосы, пыльные проселочные дороги, уходящие в никуда. Только ровный гул мотора да шорох шин по асфальту нарушали тишину. «Вера есть, дочка?» — спросил я вдруг, не отрывая взгляда от дороги. Гульнара посмотрела на меня удивленно. Это был не тот вопрос, который она ожидала услышать от незнакомого дальнобойщика. «Вера?» — переспросила она, будто пробовала слово на вкус. «Была Ата, наверное. Но жизнь, она многое отняла. Уже и не знаю, осталось ли что-то». Я медленно кивнул, понимая ее лучше, чем она думала. Потери и разочарования — мои старые попутчики. «Значит, дочка, пора ее возвращать, потому что без веры человек, как корабль без компаса, в открытом море. Болтается по волнам, а куда плыть не знает». И я начал рассказывать. Истории из своей длинной, как сама дорога, жизни. Я рассказывал о несправедливости, которую видел на дорогах России, о людях добрых, которые помогали, не прося ничего взамен, о холодных рассветах, когда единственной твоей компанией была надежда добраться до дома. «Однажды, — говорил я, — вот на этих самых дорогах
Я наткнулся на семью. Машина у них сломалась. Муж больной, температура под 40, жена с грудным ребенком на руках и еще двое мальчишек. 3 суток они стояли, голосовали, все мимо проезжали. Боялись, наверное. «А вы что сделали?» — спросила Гульнара, и я впервые услышал в ее голосе живой интерес. «А что я? Посадил их всех в кабину, хоть и начальник бы мне за это голову оторвал. Довез до Самары. Мужик тот вылечился, нашел работу на заводе, сейчас у него свой дом. Недавно встретил его, так знаешь? Что он мне сказал?» «Что?» «Сказал, что я вернул ему веру в хороших людей. А я думаю, это он мне ее вернул, а не все». Гульнара молчала, но я чувствовал, как что-то меняется в ней. Будто семечко, которое долго спало в замерзшей земле, начало потихоньку прорастать. «Ата», — сказала она тихо, — «можно я вам кое-что расскажу?» «Конечно, дочка». Дорога длинная, а истории ее укорачивают. И тогда Гульнара начала свой рассказ. Она открыла мне свое сердце, и я слушал, не перебивая. Она рассказала о потерянных работах без всякой причины, о хозяевах, которые обещали одну зарплату, а платили половину, о бессонных ночах, когда она лежала и думала, чем заплатить за крохотную комнатку в общежитии. «Я работала в магазине одежды», — рассказывала она, и голос ее дрожал. «Но хозяйка сказала, что я не умею общаться с богатыми клиентами. Потом убиралась в доме у одной семьи, но госпожа обвинила меня в краже кольца, которое потом нашла в своей же шкатулке. И вот теперь это...» Она говорила о своей семье в далеком Узбекистане, о старенькой матери и младших сестрах, которым она высылала почти все, что зарабатывала. О том, как она скучает по дому, по запаху свежеиспеченных лепешек, по родному языку. Она приехала сюда, в Россию, 5 лет назад, полная надежд, а теперь в ее голосе звучала только усталость и горькое разочарование. Я слушал, не осуждая, изредка кивая, давая понять, что я здесь, я рядом, я слышу. «Знаешь, что я думаю, Гульнара?» — сказал я, когда она закончила. «Я думаю, все те двери, что перед тобой закрылись. Закрылись потому, что впереди тебя ждала другая, лучшая дверь. Бог иногда забирает у нас что-то, чтобы дать взамен нечто большее. Просто мы этого не видим, потому что слишком заняты, оплакивая свои потери». Гульнара почувствовала, как эти простые слова дошли до самого сердца. Впервые за долгое время она не чувствовала себя абсолютно одинокой в этом огромном чужом мире. «Смотрите, ребята, буду с вами честен. Я знаю, что многие из вас даже лайк не поставят, хотя видео смотрят. Но давайте, помогите старику. Если эта история вас хоть немного тронула, нажмите на палец вверх. Спорим, не решитесь? Или все-таки да?» Когда я припарковал свой КамАЗ у своего дома. Простого, но ухоженного, со стенами, обитыми сайдингом и кустами роз под окнами, солнце уже прощалось с днем, раскрашивая небо в оранжевые и лиловые тона. Моя жена Раиса вышла на крыльцо, вытирая руки о передник. Это была женщина моих лет, с преждевременной сединой, обрамлявшей доброе, немного усталое лицо, и с той плавной манерой двигаться, какая бывает у женщин, которые всю жизнь о ком-то заботились. «Рано ты сегодня, старый», — сказала она с улыбкой. «Да я смотрю, не один». Я объяснил ей все. Сцену в кафе, наглых качков, трусость хозяина и как в итоге я привез Гульнару. Раиса слушала внимательно, и ее брови хмурились все сильнее, когда я доходил до самых возмутительных моментов. «Иди сюда, доченька», — сказала она Гульнаре с такой теплотой в голосе, что у той на глаза навернулись слезы. «Как тебя зовут?» «Гульнара», — ответила та, робко спускаясь из кабины.
Ну вот что, Гульнара. В этом доме всегда найдется лишняя тарелка супа на столе и место, где присесть. Ты голодная? Глаза Гульнары наполнились слезами. Уже очень давно никто не обращался с ней с такой простой человеческой теплотой. За ужином была жареная картошка с грибами, салат из свежих овощей и крепкий чай с малиновым вареньем. Раиса начала расспрашивать Гульнару. Не те бестактные вопросы, которые задают из любопытства, а те ласковые, которые идут от желания понять и помочь. «Ты откуда родом, дочка?» «Из-под Самарканда. Мама умерла, когда мне 15 было, а отец еще раньше. Родни больше не осталось. Вот я и поехала сюда, на заработки». «И все время вот так, по кафе да ресторанам? Везде, тетя Рая. И в домах убиралась, и в магазинах, и офисы мыла. За любую работу бралась». Раиса обменялась со мной взглядом. Тем самым взглядом, который бывает у супругов, проживших вместе целую жизнь и понимающих друг друга без слов. «Слушай, Гуля», — сказала Раиса, — «а готовить ты умеешь?» «Умею, тетя Рая». Мама с детства научила. Она говорила, что женщина, которая умеет вкусно готовить, никогда не пропадет. «А что умеешь?» «Да всего понемногу. Плов, конечно, манты, самсу. Но и русские блюда тоже. Борщи, супы, пироги. Мама говорила, что главное не что готовить, а как. С душой надо». Раиса улыбнулась. И тут она что-то вспомнила. «Рустам, а помнишь, мне вчера Кира из гостиницы жаловалась, что у них повариха в запой ушла? Они срочно ищут человека, надежного». Я кивнул. Моя жена подрабатывала администратором в небольшой гостинице в соседнем поселке. Приличном месте, где останавливались в основном командировочные и туристы, едущие на юг. «Это семейная гостиница», — объяснила Раиса Гульнаре. «Не бог весть что, но работа честная. Хозяин, Кирилл Сергеевич, человек порядочный. Я у него уже больше 10 лет работаю. Им как раз нужен человек на кухню, который мог бы и завтраки для постояльцев готовить, и обеды комплексные». Гульнара не могла поверить своим ушам. «Правда, тетя Рая? Вы думаете, меня возьмут?» «Дочка, если я за тебя поручусь Кириллу Сергеевичу, он тебя примет. Но одно условие — ты должна будешь доказать, что ты надежный человек и работать умеешь». «Тетя Рая, я клянусь!» — воскликнула Гульнара, и ее глаза заблестели от волнения. «Я работать умею. Я никогда не опаздываю и всегда стараюсь. Ну, тогда завтра с утра и поедем. Я тебя познакомлю с местом и с хозяином». В ту ночь Гульнара спала в гостевой комнате нашего дома. На чистой кровати с накрахмаленными простынями, которые пахли морозом и солнцем. Впервые за многие месяцы она заснула, не думая с тревогой о завтрашнем дне. Вместо этого она долго лежала без сна, глядя в потолок и чувствуя то, о чем почти забыла. Надежду. В 6 утра на следующий день Гульнара уже была на ногах. Она надела свое лучшее платье, простое, синее в мелкий цветочек, но чистое и отглаженное. Собрала волосы в аккуратный пучок на затылке и съела яичницу, которую Раиса приготовила для нее с такой заботой, будто она была ее родной дочерью. Гостиница «Вояж» не была роскошной, но обладала своим скромным очарованием. Это было двухэтажное здание из красного кирпича с небольшим садиком, в котором цвели георгины. Внутри было чисто и по-домашнему уютно. Кирилл Сергеевич, хозяин, оказался мужчиной лет 50, лысоватым и полноватым, но с добрыми глазами и улыбкой, внушавшей доверие. После получасового разговора с Гульнарой он принял решение. Раиса Ибрагимовна плохого человека не посоветует.
сказал он. «Для меня ее рекомендация дороже любого диплома. Работа несложная, но ответственная. Готово?» «Готово, Кирилл Сергеевич. Когда начинать?» «Да хоть сейчас. Раиса Ибрагимовна тебе все покажет и расскажет». Первые дни были сплошным обучением. Гульнара узнала, как работать с профессиональной плитой, как составлять меню на неделю, как рассчитывать продукты. Но главное, она снова научилась чувствовать себя полезной. Постояльцы отеля, простые люди, водители, инженеры, камевояжеры относились к ней с уважением. «Спасибо, очень вкусно. Девушка, а добавочки можно? У вас борщ, как у моей мамы». Это были простые слова, но для нее они звучали как самая прекрасная музыка после месяцев унижений и пренебрежения. Я заезжал в гостиницу, когда возвращался из рейсов. Привозил гостинцы. Астраханские арбузы, краснодарские яблоки, мед с пасеки знакомого башкира. Иногда просто сидел в холле и болтал с ней, пока у нее был перерыв. «Ну как ты, дочка?» «Хорошо, папа Рустам. Очень хорошо. Я иногда до сих пор не верю, что все это правда. А ты верь. Ты это заслужила. И это только начало». По вечерам после работы Гульнара шла несколько кварталов до нашего дома, где Раиса всегда ждала ее с ужином. Это вошло в привычку, которая нравилась нам троим. Мы ужинали вместе, обсуждали прошедший день, смотрели телевизор. «Знаешь, что мне в тебе нравится, дочка?» — сказала ей однажды вечером Раиса. «Ты во все, что делаешь, душу вкладываешь. Мне вчера Кирилл Сергеевич рассказал, что один постоялец, который у них уже 5 лет останавливается, сказал, что никогда еще в гостинице так вкусно не ел». Гульнара улыбнулась. Впервые в жизни она чувствовала, что ее ценят не за способность терпеть и молчать, а за то, что она умеет делать что-то хорошо. Настоящая проверка на прочность случилась в один суматошный вторник. Утром в гостинице прорвало трубу на кухне. Залило все, плита вышла из строя, а в отеле было 15 голодных постояльцев, ждущих завтрака. Кирилл Сергеевич был в Самаре, решал какие-то вопросы с документами. Раиса бегала по холлу, как раненая птица, пытаясь что-то придумать. «Я не знаю, что делать», — причитала она. «Постояльцы уже спускаются, а у нас даже чайник не работает». «Тетя Рая», — тихо сказала Гульнара, — «не волнуйтесь. У вас дома есть большая сковорода и газовая плитка?» «Есть, конечно». «А зачем?» «Я сейчас схожу к вам, приготовлю на всех яичницу с колбасой, бутерброды сделаю, в термосе чай заварю». «Это не ресторан, конечно, но голодными люди не останутся». Раиса посмотрела на нее со смесью отчаяния и благодарности. «Правда сможешь?» «Ой, дочка, ты нас спасешь!» Гульнара надела куртку и побежала к нам домой. Она работала с такой скоростью и сноровкой, какой я никогда у нее не видел. Поставила на огонь самую большую сковороду, нарезала колбасу, помидоры, зелень. Вскоре по дому поплыл аппетитный запах жареной яичницы. Она сделала огромный поднос с бутербродами, заварила 2 больших термоса крепкого чая с лимоном. Но что действительно имело значение — это любовь, с которой она готовила каждое блюдо. Каждый бутерброд был аккуратно нарезан, каждый кусочек колбасы поджарен до идеальной корочки. Когда она принесла все это в гостиницу, аромат наполнил весь холл. Постояльцы, которые уже сидели с кислыми лицами, ожидая плохого гостиничного завтрака, начали улыбаться. Едва попробовав «Ого!» — воскликнул седовласый мужчина в костюме. «А вот это я понимаю! Завтрак! Вкуснотища!» «Как дома?» — поддержала его женщина, путешествовавшая с мужем. «Никогда не ела такой вкусной яичницы». Раиса наблюдала за всем этим.
из-за стойки администратора, и улыбка на ее лице становилась все шире и шире. Когда последний гость доел завтрак, многие попросили добавки. Раиса подошла к Гульнаре, которая мыла посуду у нас дома. «Дочка», — сказала она с блестящими глазами, — «ты не просто готовить умеешь. Ты умеешь заботиться о людях». Гульнара покраснела, но в душе она почувствовала такое удовлетворение, какого не испытывала никогда в жизни. Она не просто решила проблему. Она обнаружила в себе талант, о котором и не подозревала. В тот вечер, когда я вернулся из рейса и узнал о случившемся, я не мог сдержать отцовской гордости. «Я ж тебе говорил, дочка. У Бога для тебя был припасен особый план. Он просто ждал подходящего момента, чтобы тебе его показать».